Ислам относится достаточно серьезно к вопросам завещания и наследования. В арабском языке завещание выражается словом «васият». Его буквальный перевод означает передачу имущества постороннему человеку, то есть в завещании не могут упоминаться близкие люди, которым и так по шариату полагается часть имущества умершего. Также завещание в свое время было фардом, то есть обязательным. Эти и другие темы касательно завещания мы по воле Всевышнего обсудим далее. Обязан ли мусульманин писать завещание? Именем Аллаха, милостивого, милосердного, мир вам и милость Всевышнего. Завещание – это пожертвование имущества, которое переходит после смерти человека к тем, кому он его завещал. В начале пророческой миссии посланника Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, составление завещания было фардом, то есть обязательным. Однако, после ниспослания священных аятов Всевышним, относительно наследственного права писать завещание перестало быть фардом и осталось сунной. Поэтому верующий не обязан писать завещание. Однако это сунна, хорошее и благое дело. Потому что этим завещанием мусульманин может совершить благое дело. К примеру, отдав часть на строительство медресе или моста, от которого будет польза многим людям. Сподвижники посланника Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, писали завещание. Это завещание такого-то, сына такого-то. Уверовал он во Всевышнего и в его посланника. После моей смерти живите в согласии, будьте покорны Всевышнему и его посланнику. Такими красивыми словами они начинали свои завещания, призывая мусульман к благому. Посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, сказал: «Недозволено мусульманину, владеющему тем, что можно завещать, проводить 2 ночи, не имея записанного завещания». Вот насколько было усилено написание завещания верующему. Однако, как мы сказали ранее, это перестало быть фардом и осталось сунной. Может ли мусульманин завещать свое имущество только определенным людям? Верующий имеет право упомянуть в своем завещании, кого он захочет, сказав: «Такому-то я завещаю свое имущество после смерти». Однако, есть близкие родственники, которым шариат определил часть наследства от имущества умершего, жена, дети и так далее. Их нельзя писать в завещание, поскольку их часть уже определил шариат. Если мусульманин в завещании определил только одного близкого родственника, то он это имущество получит только в том случае, если все оставшиеся родственники дадут согласие. Каким людям полагается имущество от умершего? В суре Ан-Ниса Аллах определил, кому и сколько полагается от наследства. Всевышний сказал: «Они просят тебя, Мухаммад, вынести решение по поводу наследства того, кто умер и не оставил после себя родителей или детей. Скажи: Аллах вынесет для вас решение относительно наследования того, у кого не осталось ни предков, ни потомков. Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, родная или сводная, то ей, сестре, принадлежит половина того наследства, что он оставил. Если произойдет противоположное этому, и умрет сестра, а брат останется в живых, то он также наследует после нее, если у нее, сестры, нет ребенка или родителей. Если их, сестер, 2 или больше, то им 2/3 того, что он, их брат, оставил, вне зависимости от их возраста. Если же они братья и сестры, то мужчине принадлежит доля, равная доле 2 женщин. Аллах объясняет вам это, истинные установления, чтобы вы не впали в заблуждение в этих вопросах. Аллах знает обо всем. Пусть Всевышний дарует нам понимание религии и простит нам наши грехи. Мир вам и милость Аллаха.